Сегодня депутат – это коллектив безответственных людей. Есть умных, толковых несколько человек, но остальные пришли туда, чтобы что-то урвать из бюджета. И самое главное, чем занимались все эти 20 лет Народной Ассамблеи? Как вы думаете, чем? Гуманитарную помощь вот получал. Значит, Кройтер, надо его делить, все скандалы потом. Гуманитарную помощь, формузал, зерно, вот начинаем делить его и так далее. Первое, что бы я хотел, кстати, посоветовать, это, кстати, значит, никакой гуманитарной помощи не должно. Мы не инвалиды, мы не люди, которые не способны работать. Гуманитарная помощь только инвалидам. Значит, поэтому это было ссорой. Народные собрания постоянно ссорились из-за гуманитарной. И мне кажется, что профессиональные, если будут там профессионалы, юристы, экономисты, а не просто лидеры, которые приходят туда, чтобы решать какие-то интересы своего предприятия. Мне кажется, что профессиональный состав там должен быть, который возьмет на себя ответственность развития Гагаузии. Если будут там профессионалы, высшей степени профессионалы, которые могли бы принять все-таки альтернативную программу, концепцию развития Гагаузии, именно структурные перемены. А если там профессионалы, люди сидят, юристы, экономисты, которые знают все эти какие структурные изменения нужно делать, и не позволят исполкому. Поэтому иногда исполкому тоже выгодно, чтобы был депутат, который мало что понимает. И просто попытаться протащивать, лоббировать какие-то интересы свои личные. Я думаю, что в порядка 17 человек, ну пусть будет 20-21, но порядка 17 хороших профессионалов, которые для маленькой Гагаузии, сколько нас там, собственно говоря, вот, могли бы серьезно над этим работать и могли бы действительно контролировать исполнительную власть. Вот. Поэтому дай-то Бог, дай-то Бог. Почему это может быть или не может быть? Дело в том, что там сидят тоже люди, которые хотели бы одновременно быть руководителем предприятия и быть одновременно депутатом. А вот этот вредит всей Гагаузии. Эти люди тоже должны понять это. Этот состав Народного собрания, они хотят оставаться еще и еще. Просто люди, которые, ну, в буквальном смысле слова, имеют свои личные интересы.